25 августа 2003 года в городе Канаше впервые появляется кабельное телевидение. От дома к дому, от квартиры к квартире протягиваются оптоволоконные линии связи. В город с новой услугой приезжает уроженец Вурнарского района Владимир Александрович Тимофеев. Предприятие было зарегистрировано 25 августа 2003 года в городе Чебоксары. Но до этого я был уже знаком в области связи, работал в санатории Чувашии и прошел полностью от начала до конца, то есть от оформления документов, получая лицензию на оказание услуг кабельного телевидения и телематических услуг, до ввода в эксплуатацию. Безусловно, у меня был уже богатый опыт, я мог конкретно принимать решения и не боясь, в городе Канаш, так как не было ни одного оператора, оформил лицензию на данную территорию, и мы в течение полугода начали подготавливаться. Получили разрешение, в первую очередь, в администрации города Канаш. Соответственно, после получения разрешения, одобрения, вернее, на данный вид деятельности в данном муниципальном образовании, мы, соответственно, начали подыскивать территорию, где будем размещать. Ну, нам указали, где есть такая возможность. И мы начали устанавливать оборудование, арендовали помещения, отремонтировали. И в 2004 году, в марте месяце, как я помню, 4 марта уже мы начали первую абонента подключать, работать на коммерческой основе. Для меня данный вид услуг он был знаком, как я уже отметил, и для жителей города Канаш он не был знаком. Первоначально мы ретранслировали 16 каналов, значит, и жители района машиностроителя, дом 2, где мы начинали, были очень рады этому. И быстро по городу пошла молва, что в городе начали оказывать 16 каналов по кабельному телевидению, и поступали заявки. Безусловно, все свои шаги мы согласовывали с администрацией города Канаш. И о проделанной работе по монтажу оптоволоконной линии связи и кабельного телевидения мы еженедельно, ежемесячно отчитывались перед главой администрации. Плюс ко всему, мы отчитывались перед Роскомнадзором, перед Энергонадзором, но всеми теми структурами, которые нам давали технические условия и допускали к объектам общего пользования. Тогда было очень строго. Мы работали по букве закона. И каждый дом подключен, каждый абонент проверялся Роскомнадзором, приезжала комиссия, уровни сигналов замеряли. Очень-очень было строго. Но, тем не менее, эта строгость нам пошла в пользу. Мы начали работать, безусловно, приходилось мне своими знаниями делиться с теми людьми, которые уже устраивались на работу в компании «Телеком Плюс». Было очень интересно работать с руководителями хозяйствующих субъектов, и им, вероятно, с нами было интересно работать. Почему? Потому что для меня этот город новый был, я человек приезжий, и мне приходилось ознакомиться и с городом, и с людьми, и как-то все было интересно. Ну, молодой был, безусловно, как говорят, молодость города берет. Это и правда. Но с учетом всех этих проделанных работ мы очень оперативно, очень активно работали. Я уже говорил, с администрацией города мы выезжали к жителям,
когда проводили замглавы администрации, я помню, Кириллов заместителем работал, и встречи с жителями. И тогда и мне предоставлялось слово по поводу вот этого по прокладке кабельного телевидения. В связи с чем все это было сделано, на мой взгляд? Потому что, когда я приехал, были у города свои проблемы. А проблемы они всегда есть. И в те времена, и сейчас. А тогда проблемы крыш в ЖКХ, системы ЖКХ. Крыши дырявились, потому что жители выходили на крышу, соответственно, устанавливали тарелки, а цель главы администрации убрать с крыш все эти антенны. Ну, безусловно, я был востребован в данный момент очень даже. После того, как мы провели полностью по городу, а эту мы работу проделали где-то за 1,5 года, и уже антенны с крыш исчезли. И поэтому мне приходилось в городе очень со многими жителями, горожанами встретиться, дать добро. Но были моменты, жители, которые подходили с недоверием, потому что частная организация все равно слух-то ходит, вот, ООО, но это означает, что частная организация. Что такое кабельное телевидение, жители Кнаша знали лишь по рассказам друзей из больших городов. И вот в маленьком городе за очень короткий срок дом за домом кабельным телевидением охватили все улицы и переулки. И однажды на встрече главе администрации города Полукаревой Валентине Ивановне задали такой вопрос. И она, правда, слукавила. Да, можете доверять, это государственная организация. Где-то у меня есть газета, до сих пор я сохранил. Для истории я много бумаг сохранил, много вот этих и выступлений, и печатные СМИ, все это сохранил. И она говорит, что государственная организация, тем самым она дала уверенность, и в то же время по мне, как током ударило, прошло, как же я могу подвести главу администрации после этих слов. Я уже прекрасно знал, что это государственная организация. И мы работали рука об руку, и никогда вот этих разногласий не было. Мы работали во благо общества, на благо наших горожан и поддержать коммунальную сферу на достойном уровне, минимизировать затраты по ремонту кровли и других. Самый вот такой момент, в то время вот эти сотовые телефоны, они заправлялись именно на станциях. Вот, первые же евросети. И вот приходишь оплачивать, и вот стоишь в очереди, как и все горожане, подходит и спрашивает: вы руководитель кабельного телевидения? Я говорю: да. Вот. Разрешите пожать руки. Для меня это было как-то не по себе. Вот. Я говорю: а что тут такого? Спасибо, спасибо. Вот такие моменты были. Люди говорили спасибо на самом деле. Городу качественное кабельное телевидение было просто необходимо. Я одна из самых первых, как говорится, включилась в эту акцию, когда у вас проводилась акция. Когда подключили телевидение кабельное, я не жалею. Люди начали смотреть новые каналы, познавать мир через качественную картинку, экран. Коллектив молодой, творческий. У молодых людей всегда идей предостаточно. Ну и один предлагает, второй предлагает: давайте откроем на данной кабельной сети свою студию, давайте получим лицензию. Я говорю: пожалуйста, ради бога, работайте, творите, созидайте. И я пошел на встречу, и мы оформили, соответственно, лицензию, получили свидетельство на СМИ и начали так работать. И мы создали, назвали ВАТ-студия, потому что основателем является Владимир Александрович Тимофеев. В эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте.
Есть такой момент, да, я сохранил самые первые деньги. Есть такой момент, самый первый абонент. В одно из проведенных мероприятий мы как-то разыгрывали телевизор по поводу первого абонента подключения, который подарили на одном из мероприятий таких. Вот эти деньги первые я сохранил точно так же, как для музея, музейные, что ли. Это же история, для истории будем говорить. Вот они, когда я впервые за услуги кабельного телевидения получил, оплатили люди, я их никуда не внес, и они до сих пор, уже скоро 18 лет, вот в этом пакетике хранятся. Вот это история. Не надо ничего лишнего. Кто-то бы их потратил, а для меня вот как реликвия. Те деньги, которые жители нашего города вносили в виде абонплаты за установочную плату, я их пускал в оборот. Они эти деньги в городе же работали, они в виде налогов государство оплачивало. Они все, они тут крутились и крутились. Я деньги из города не выводил. За все эти годы я старался всегда привлечь в город деньги, но не выводить отсюда. Владимир Александрович Тимофеев – первый человек, который с нуля создал сложный механизм технической услуги. Я начал заниматься в данной сфере с армией. Я военную школу младших специалистов закончил по связи. Безусловно, она у меня основа была. Вот это за основу впоследствии уже, когда пошло новое веяние, именно после того, как Советский Союз распался, ну и везде, само собой, сферы, они пришли к упадку. И бывший министр связи СССР, по-моему, тогда он был, или РСФСР Булганин, сферу связи влил, это чисто государственная структура была, частный бизнес. Начали выдавать лицензии частным лицам. Но и я, изучив, узнав, все равно все молодые, следишь, и решил взяться за сферу деятельности, потому что у меня основа была. Получив лицензию, я тогда еще работал в санатории Чуваши, уже, как говорил, все там вел, и думаю, хватит, надо свое. А тут город наш свободный был. И вот и пришли. Были определенные свои деньги. Соответственно, я не нуждался в чужих деньгах, кредитах и тому подобное. Возраст зрелый. Мне было тогда 47-то лет. Безусловно, уже человек состоявшийся. Мансур Зинатуллин, Вячеслав Павлов, Василий Антонов, Павел Филиппов, Вячеслав Федоров. Люди, которые были неизменными помощниками, людьми технически подкованными. Они своим трудом, умом, где-то терпением вместе с Владимиром Александровичем динамично развили компанию. Сначала кабельное телевидение, потом интернет. Когда начали работать, я полгода после начала работы, как бы приехали, на крышах домов одни антенны торчали, а сейчас их вообще не видать, мало что, редко видно. Все тянули провода между домами, антенны начали убирать с крыш. Свою трудовую деятельность я начала в 2007 году, 28 мая. Начала работать курьером в этой организации. За короткий период времени перевели диспетчером данной организации. И по настоящее время работаю в этой организации. Прошло очень много времени, изменились кадры, изменилась система работы. Очень много изменилось, в общем. В начинаниях у меня сложностей не было.
потому что я работала в связи 26 лет. Мне посчастливилось познакомиться в 2003 году с Владимиром Александровичем. Он мне предложил деятельность в строительстве кабельной сети по городу Канаш. Новые технологии, которые была для Канаша до этого времени недоступна, Владимир Александрович грамотным своим руководством воплотил ее в жизнь. То есть раньше жители могли только смотреть телевизионные каналы с обычных антенн, которые были установлены на крышах. В будущем у них появилась возможность смотреть кабельное телевидение в хорошем качестве, множество телевизионных каналов. Работа в этой области была многим интересна, так как это большое новшество в нашей жизни. И потребность в наших услугах всегда востребована для людей. Вот. И это подталкивало нас больше трудиться и достигать больших побед. Работать в Телеком Плюс я начал после института. Было интересно вживую увидеть, как это все представляется интернет, как люди пользуются кабельным телевидением. Хотелось вообще уточнить, как нужно дальше развиваться, как это дальше можно будет реализовать в жизнь. Вот, это было мне было в первое время любопытно в этой сфере. В первые года я работал монтажником, то есть непосредственно сам и подключал, и монтировал линию, и оптику, и витую пару, и коаксиальные кабеля. Ну, в общем, кто знает, тот поймет. Дальше, конечно, было интересно в этой сфере развиваться. Дальше я уже перешел на должность инженера, то есть инженера по ведению новой техники и технологий. Что было с этим связано? Это значит установка управляемых коммутаторов в доме, чтобы у людей меньше было сбоев, больше скоростей, вот, больше приятного пользования с интернетом. А потом, со временем, сотрудничеством с Тимофеевым Владимиром Александровичем, я уже стал главным инженером. Главным инженером, конечно, было много дополнительных вопросов, были своего рода сложности в развитии дальнейшем. Основным моментом это, значит, был доступ в новые дома, предоставление качественных услуг и скорость интернета. Конечно, с каждым годом скоростя увеличивались, начиная от 1 мегабита, предоставляя абонентам, но это далекие 2000-е годы, и сейчас более 100 мегабит мы можем предоставить абонентам. Дальше что интересного? Конечно, увеличивались каналы, соответственно, необходимо было расширяться, закупать дополнительное оборудование профессиональное, договариваться с инженерами, сотрудничать. В общем, было интересно, очень так познавательно, конечно. Компания «Телеком Плюс». Ее знают не только в городе, но и на уровне республики и России. Детище этой организации, телеканал «ВАТ-студия», вот уже 13 лет радует своими передачами телезрителей. Ее создатель – руководитель компании «Телеком Плюс» Владимир Тимофеев. В этом ему помогали, будучи главными редакторами, Людмила Шурекова и Олеся Григорьева. Все эти передачи, которые Канашская студия телевидения делала, мы их выпускали, дублировали. А когда Канашскую студию телевидения закрыли, это не по независящим от нас причинам, мы уже те передачи, которые делали на Канашской студии телевидения, уже начали делать на канале ВАТ-студия. Компания «Телеком Плюс» – организатор всевозможных городских и районных мероприятий, спортивных игр, концертов и праздников. День города много лет проходил при участии компании «Телеком Плюс» и ее сотрудников. Компания на протяжении 5 лет проводила именные спортивные турниры по волейболу, оказывала финансовую поддержку городским мероприятиям, организовывала конкурсы, розыгрыши, игры и викторины. Были такие моменты в нашей жизни за эти 18 лет. Есть о чем вспомнить, что рассказать. И жители города, скорее всего, они были сами тоже участниками тех мероприятий, которые мы проводили. Можно одним из таких мероприятий привести
как мы проводили в ДК розыгрыши разные, разные викторины были. Все это проходило в масштабе города с приглашением артистов. Очень были такие моменты. Но и второй момент я хотел бы отразить, как мы со своей программой принимали участие на Дне города, в парке, в нашем парке культуры. Очень тоже мероприятие грандиозное было, запоминающее, огневое шоу было, все это красиво. Но в последнее время, к сожалению, все эти мероприятия и не проводим, и не проходят по тем положениям о пандемии. Немножко мы сникли. Есть много моментов, которые хотелось бы вспомнить, запоминаю, чтобы запоминали молодежь. Они начатые наши дела продолжали, не забывали проводить определенные викторины, дискуссии, познавательные, что-то новое. Компания «Телеком Плюс» – одна из крупнейших организаций в городе Канаше в сфере связи. За создание мощной системы кабельного телевидения, интернета, телевизионного вещания Владимир Александрович Тимофеев удостоен множества наград на республиканском и российском уровне. Среди них высшая награда в сфере связи – звание «Мастер связи». Это большая награда для меня. На самом деле она дает мне возможность определенные льготы. Я теперь ветеран труда Российской Федерации, пенсионер. Поэтому для меня на самом деле ценные награды. Сегодня компания отмечает свое совершеннолетие – 18-летие со дня образования. Весь штат, коллеги, партнеры, контрагенты, друзья, объединившись, желают компании «Телеком Плюс» процветания, развития и новых побед. В канун совершеннолетия кабельного телевидения в городе Канаш я бы хотел поблагодарить тех работников, которые помогали развивать, строить, развивать и в процессе эксплуатировать во благо наших горожан Чувашской Республики и Российской Федерации. Почему я так говорю? Потому что мы не только сейчас кабельным телевидением занимаемся и оказанием услуг по телематике, но и другие. Поэтому, если раньше в масштабе города, то, соответственно, мы вышли в сеть общего пользования Российской Федерации. Поэтому я так подчеркиваю. Хотел бы конкретно первым поблагодарить тех руководителей, которые мне на заре открытия помогли здесь развиваться, начать бизнес, и не предполагал, что до совершеннолетия доживу и будем работать на достойном уровне. Это в первую очередь Турхан Феликс Тихонович, с которым мы были, первый человек, с которым я познакомился в городе. Потом, главой администрации Полкорова Валентина Ивановна хотел бы, Кириллу Всеволоду Феликсовичу. Потом мы познакомились в системе ЖКХ Тимофеев Николай Яковлевич. Впоследствии он работал у меня главным инженером. Очень много помог, так как не было того материала, оборудования. И мы здесь еще производили и устанавливали в домах то оборудование, которое мы под его руководством это выпускали и устанавливали в домах. Также те, которые строили сеть, хочу отметить Зинатуллин Мансур Тауфекович. Работал сперва монтажником, потихонечку рос и дорос до главного инженера, у которого сейчас свой бизнес
Я горжусь теми своими учениками, которые, выходя из стен данной организации, открыли свой бизнес и двигаются вперед самостоятельно. Это мои ученики. Точно так же я хотел бы поблагодарить Павлова Вячеслава Анатольевича, тоже работал здесь. Он уроженец города Канаш, но живет в Чебоксарах. Есть люди, которые ушли в мир иной, о которых я сейчас не буду вспоминать. Вот. Потом хотел бы вспомнить еще тех монтажников, которые очень много трудились на данном предприятии. Это Василий Иванович Антонова, вот. Но и которые работали до сегодняшнего дня. Это Филиппов Павел Владимирович, инженер линейных сооружений, и главный инженер Федор Вячеслав Андрианович. Вот рука об руку с данными людьми мы работали и продвигаем и двигаемся. Я благодарен всем вышеперечисленным работникам. Им желаю здоровья, долголетия, процветания, начатое дело, чтобы продвигали и дальше. Детище мое, оно продолжало существовать долгие годы. В Телеком Плюс я отработал 13,5 лет. Из них 3 года я был монтажником, подключал абонентов. Это частный сектор, многоэтажки, кабельный, интернет. Плюс 1 год я отработал инженером по ведению новой техники и технологий. И 8 лет главным инженером. За этот период было, конечно, многое развито, обновляли узлы, увеличивали скоростя доступа в интернет, увеличили количество каналов. Это также федеральные каналы были реализованы. Ну и, конечно, плотное сотрудничество с контролирующими органами. Без них, без разрешений, там, к сожалению, никуда. Хотелось бы поздравить коллектив компании «Телеком Плюс» с праздником 18-летием. Вот. Хочется пожелать успехов, здоровья для всех работников компании. Вот. И добиваться и стремиться к будущим вершинам. Спасибо, что предоставлена была возможность посотрудничать в свое время. Мне это дало огромный клочок умений, знаний и сил, можно так даже сказать. В этот замечательный день компании «Телеком Плюс» хочется пожелать, чтобы наша компания была выше всех конкурентов, были хорошие абоненты, процветала компания. Также хочется пожелать своим сотрудникам финансового благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в труде. Владимир Александрович, поздравляю вас 18-летием канадского кабельного телевидения. Желаю успехов и дальнейшего развития кабельного телевидения и интернета.